Его имя связывают с зарождением и развитием татарского театра. В честь него в Казани названа улица, театр и сквер. День рождения знаменитого актера, драматурга и режиссера Карима Тинчурина сегодня отмечают почитатели его таланта. Он прожил всего 51 год, а наследие, которое оставил татарскому народу, бесценно. Карим Абый, так его называли в театре. О человеке-легенде в год столетия ТССР Юлия Гоголева. Знал ли Карим Тинчурин, что эта пьеса действительно станет для него последней? Новеллу «33 дня», по мотивам которой спустя 130 лет со дня его рождения поставили спектакль в родном для него театре, он написал незадолго до своего ареста. Постановка, как и все, прошла с аншлагом. А началось все в далеком 1900 году, когда 13-летний мальчишка из деревни Таракановка приехал в Казань в поисках счастья. Уже через 10 лет он руководил студией, ставшей прообразом первого татарского национального театра. Без Карима Тинчурина нельзя представить даже татарское театральное сообщество. Во всех театрах и в репертуаре есть произведения Карима Тинчурина. Сегодня, в день рождения драматурга, труппа театра, который носит его имя, в полном составе собралась на Архангельском кладбище, чтобы возложить цветы. О его жизни можно снимать кино. Помимо Казани, в 20-е годы Тинчурин организовал театральные студии в городах Поволжья и Урала. А после гражданской войны в 22-м объединил отдельные казанские труппы в Татарский государственный театр. Сарвар в «Угасших звездах», это и Дильбар в «Американе», и Гульджамал в «Берегись, не взорвись». Я благодарна Кариму Тинчурину за то, что я сыграла и героиню, и служанку, и байскую девушку. Около 3 десятков пьес Карима Тинчурина и сегодня в репертуарах Казани, Уфы, Оренбурга, Ташкента и Алма-Аты. Комедии «Юсуф и Зулейха», «Попугай», «Без ветрил», спектакль «Голубая шаль», который больше 30 лет в репертуаре Камаловского. Наследие Тинчурина для татарского народа трудно переоценить. Я, как молодая актриса, когда я пришла в театр, мне доверили одну из главных ролей в спектакле «Угасшие звезды» Карима Тинчурина, в котором я почти 12 лет проработала в этом спектакле. Я до сих пор вспоминаю с теплыми чувствами. Конечно, это большая гордость для меня. Спустя 2 дня после того, как Карим Тинчурин отпраздновал свой полувековой юбилей, он был арестован. Его обвинили в госизмене и шпионаже в пользу Японии. Спустя год его расстреляли. Похоронен выдающийся актер и драматург здесь, в братской могиле, вместе с другими политическими заключенными. Он ушел в самом расцвете сил, полный творческих планов и надежд. Реабилитировали Карима Тинчурина спустя 17 лет после его гибели. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань.